Очень будет неловко, очень будет неудобно, очень я волнуюсь, потому что тут гиганты мысли в медицине. Поэтому я не хочу, чтобы они о нашей системе работы по-другому. Дело в том, что нейроэндокринные заболевания, те, которые связаны с мозгом и психосоматика, это очень связано. Например, управление головного мозга, то есть его психоэмоциональное состояние, управляет тело через гормоны. Через гормоны управляет. Поэтому психоэмоциональное состояние человека очень влияет на его гормональный статус. Вчера мы обсуждали с Михаилом Ефимовичем то, что действительно еще у нас прекрасный анекдот был по этому поводу, что сейчас такая теория, такая тенденция, что все то, что с нами происходит, ну еще в 19 веке говорили, это как бы от нервов, болезни от нервов. Потом поняли, что оказывается гипоталамус управляет ствол мозга. Под влиянием этих гормонов в центре возбуждаются или тормозятся, а потом гипоталамус зависит от эмоций, а эмоции зависят от мысли человека, а мысли от общества. Ну, вчера Михаил Ефимович послушали такой хороший анекдот, рассказал, что там у одного человека, который поддерживал эту теорию, родился сын, похожего на соседа. Потом жена говорит, ну, условия среды влияют, поэтому не надо сомневаться в том, что соседи тоже среда. Но перейдем к тому, что почему я начал именно заниматься спреями. Потому что я за короткий период увидел, что действительно они помогают. Потом я как человек с интеллектуальным уклоном начал думать, почему они помогают. Я потом понял, что это если растения лекарственные, то это значит фитотерапия. Но фитотерапия у нас есть два варианта. Есть классический вариант, делают на основе натуротерапии. То есть они знают медиоз понятие, да, и все растения делятся на это. Потом я понял, откуда это идет. Это идет от алкалоза и ацидоза. Это растение как влияет на наш организм, или приводит к ацидозу, или к алкалозу. И болезни, вот это условия, pH-среда, и становится причиной того, что возникают некоторые болезни. Потом дальше я пошел, значит, посмотрел, у нас есть понятие, что все, что у нас хорошее, то, что сейчас современное, в Америке это все делают. Американцы то же самое сделали в области фитотерапии. Потом посмотрел, что это оказывается у них такой бум, а по-медицински это уже клиническая фитотерапия. То есть это уже они берут сырье для приготовления лекарств с растений. Почему? Потому что в Америке аллергических заболеваний очень много. Потому что там все искусственно. Все на этих ходоках, все на то, что... А потом они поняли сейчас. И с 80-го года начали разрабатывать вот такое лекарство. И 20 лет над этим работали. Потом, в 2003 году, вот этот ресвератрол стал номинантом Нобелевской премии по антиоксидантам. Потом у них возникла теория такая, что если человек заболевает или стареет, из-за чего? Из-за того, что в организме образуются свободные радикалы. Что такое свободный радикал? Это такие возбужденные как бы молекулы, у них нехватка какого-то электрона или что-то не хватает, что они находятся в этом состоянии, биохимики лучше знают, и они вступают в реакции с любыми веществами, в том числе с гормоном. Разрушает гормон, который несет информацию к органам мышей. И любой, там клетки разрушают, лимфоцитов, лейкоцитов, там, ну то, что у нас внутри есть, они вступают в реакции. И от этой продукции, которая окисляет, становится кислая среда, как бы ацидоз. А в 30-м году доказали, что раковые заболевания происходят, то есть возникают, когда условия есть, кислая среда есть. А вот то, что делает вот эти наши спреи,
Это вот чудо, они вот убирают эти условия, они уничтожают вот эти свободные радикали, они убирают, и поэтому это не только у нас, и в Америке тоже есть противники этой теории. Они тоже борются, и Дэвиду очень трудно в плане, но он все-таки смог поставить, видите, сейчас уже на мировом уровне этот процесс идет. Дальше что произошло? Потом начали его просто по-современному. Вот то, что сейчас действительно происходит, это парамедицина, это парафармакология, около медицины. Медицина идет классическим вариантом и очень отстает от современной жизни. Поэтому появились вот такие. И сейчас я начал по-научному подойти, что это такое. Я потом сделал 4 стихии, огонь, вода, воздух, земля. А потом сейчас имбриотерапия, новый метод лечения с помощью спреями. Мы уже делаем, ведется работа по новый метод лечения. И не только в болезнях, но и в профилактике. Например, я помню одного своего пациента, у него была очень сильная либидо. Понимаете, он постоянно жаловался, что он не может успокоиться, постоянно находится в состоянии либидо. Ну, вы врачи знаете. Потом, когда не было МРТ, потом узнали, что у него начинается обход в гипофизе, в центре, где вот эти гормоны разрабатываются. Потом поняли, когда первые вот эти МРТ было у нас в республике. Поэтому это и не только профилактика, но и это и лечение. С какой стороны подойти, это помогает в профилактике, это как бы против старения, но может углубленно учитель наш великий в этом плане расскажет вам. И я, конечно, увидел, что там худые при ожирении очень сильно помогают, ДЦПшники. И самое главное, я вчера спросил Михаила Ильича, почему помогает при страхах, при фобии различных? Ну, вы знаете, что если вот эндокринные заболевания, там сопровождается всегда функциональными, психомоторными, другими расстройствами. Почему? Потому что гормоны влияют на эмоции, влияют на мышление, на восприятие мира. И есть такая книга «Гормоны управляют миром». Любой человек, принимавший решение, находится в особое состоянии гормонального статуса. Поэтому эти гормоны влияют на него. Вы знаете, что мировые войны из-за любви к женщинам. Понимаете, да? Вот любят женщины и говорят, я подарю вам какой-то часть территории Земли. Потому что гормоны любви, если этого не было, он бы не сделал этого. Ну, остальное, я думаю, Михаил Ефимович Зельцер вам расскажет в этом плане более научно. Мы помогаем многим людям. Тем больным, которые действительно медицина не в силах помочь. Вот обычно они к нам идут. Наша борьба была в том, чтобы вот, забрать тех больных, которые идут к нетрадиционному методу лечения. Потому что психотерапевтов нету. Мало кто хочет заниматься этим. Вот, например, в области эндокринологии должен быть психотерапевт. Психотерапия в эндокринологии. Но, к сожалению, не каждый может быть философом или социологом или психологом. Но мы все равно боролись. Теперь огромное количество людей, которые ходили к нетрадиционному методу лечения, у нас лечатся. И, слава Богу, интеллектуализация нашего общества сейчас в процессе. И думаю, если какие-нибудь вопросы потом будут, мы обсудим. Я закончил. Спасибо, что время уделили.